Желаю вам сегодня только хороших, добрых новостей и отличного настроения. 11 ноября на календаре, день недели, среда. И вот какими датами и событиями отмечен этот день. Сегодня Международный день энергосбережения, а также День всех шопоголиков, Всемирный день шопинга отмечается сегодня. Среди российских праздников День офтальмолога и День экономиста. Кстати, по этому случаю мы сегодня в нашей студии ожидаем министра экономики республики Майю Данилову. В Якутии сегодня, 11 ноября, отмечается 127-летие со дня рождения якутского писателя, ученого, филолога, общественного деятеля и основателя якутской советской литературы Платона Алексеевича Аюнского. Также в этот день родились такие личности, как русский писатель Федор Достоевский, а также российский литератор Лиля Брик, возлюбленная Владимира Маяковского, и голливудский киноактер Леонардо Ди Каприо. В 1936 году в этот день, 11 ноября, впервые в мире показан прогноз погоды по телевидению. Случилось это в Англии, исторический день для нашей ежедневной рубрики. Что ж, давайте знакомиться с прогнозом погоды на день сегодняшний. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 12, минус 23 градуса. Днем ожидается минус 6, минус 21. В Заречье минус 17, минус 25, утром, днем минус 14, минус 22 градуса. В южных улусах минус 3, минус 12, утром, днем минус 3, минус 8 градусов. В Вилюйских улусах минус 1, минус 5 утром, днем 0, минус 1. В Нижнеилинских улусах минус 17, минус 21 утром, днем минус 16, минус 20 градусов. В западных улусах минус 1, минус 2 утром, днем минус 1, плюс 1. В Колымендигирских улусах минус 16, минус 30 утром, днем минус 14, минус 29 градусов. В Янских улусах минус 24, минус 29 утром, днем минус 22, минус 29. В северо-западных улусах минус 7, минус 17 утром, днем минус 7, минус 15. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 21 градус. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит минус 10, минус 12 градусов. Ну а далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Оставайтесь с нами. Это телеканал «Якутия-24». Новости, в студии Влад Давыдов. Илтумен накануне дал согласие главе Якутии на назначение Андрея Тарасенко премьер-министром республики. По итогам тайного голосования кандидатуру Тарасенко поддержали 48 народных депутатов, воздержался 1 парламентарий. Спикер якутского Илтумен Петр Гоголев от имени депутатского корпуса поздравил Андрея Тарасенко с получением согласия на назначение на такую ответственную должность и пожелал успешной работы. Также за назначаемого на должность первого заместителя председателя правительства Кирилла Бычкова проголосовали 45 парламентариев, против 2, воздержались 2. А кандидатуру Сергея Местникова на должность заместителя председателя правительства поддержали 46 голосовавших, против 2, воздержался 1. И кандидатуру Михаила Никифорова, также назначаемого на должность заместителя председателя правительства, поддержали 48 народных депутатов республики. На переправе со стороны поселка Нижний Бестях в целях безопасности закрыли въезды на тонкий лед. В настоящее время на водных объектах республики отмечается процесс устойчивого ледостава. Необходимо учитывать безопасную толщину льда. Для человека таковым считается лед толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин не менее 35.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что санкционированные ледовые переправы открываются только после того, как эксперты соответствующих служб проведут замеры толщины льда. Также оборудуют место переезда, а дорожные службы соответствующими дорожными знаками. Уважаемые водители, за несанкционированный выезд за транспортное средство на ледовые переправы рек, где такие переправы не оборудованы, на основании статьи 9.10 КоАП Республики Саха-Якутия влечет наложение административного штрафа на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 1 000 000 рублей. До официального открытия ледовой переправы просим не предпринимать несанкционированных выездов на лед, берегите свою жизнь и жизнь других людей. Тем временем теплая погода создает помехи дорожникам, работающим на зимниках. Отодвигаются сроки открытия ледовой переправы Хатасы-Павловск. Там все основные подготовительные работы практически завершены, готовы и техника, и рабочая сила. Однако сейчас дорожники устраняют последствия потепления. С пятницы вода прибывает в прослойке, прибыла почти на 1 метр. А синоптики, между тем, продолжают прогнозировать теплую погоду. В эти выходные температура может подняться аж до -5, -9 градусов. А это означает, что о сроках открытия автозимника говорить пока рано. Если погода будет стоять -30, -40, оно быстро пойдет, да, процесс работы. А если -5, -10, то все работы сделаем и будем уже ждать естественного заморозку. А искусственно заливать такую погоду особо не получается. Мы будем делать, но эффекта мало будет. Сейчас вот это то, что залило, будем уже отсыпать, но уже ждать не будем, потому что уже прослойка пошла там. Когда прослойка замерзнет, это вообще долгая история, поэтому это уже будем сейчас отсыпать. Кинокомпания «Ардайду» представила тизер фильма про якутскую девочку Карину Чикитову со слоганом «Одна из самых чудесных историй выживания всех времен». Съемки видеоролика прошли в поселке Эльдикан Усть-Майского района и на реке Кенкеме по Вилюйскому тракту в Якутии. Сообщается, что команде предстоят поиски актрисы для главной героини фильма, пробы и кастинги других актеров, структурирование сценария, дрессировка щенков. Напомним, Карина Чикитова вместе со своей собакой Найдой провела 12 дней в тайге летом 2014 года. История спасения этой девочки стала объектом внимания всех жителей Якутии и приковала всеобщее внимание российских и зарубежных СМИ. Таковы новости к этому часу. Берегите себя. Удачного вам дня. До встречи. Спасибо коллегам. Мы продолжаем знакомить вас с интересными новостями. В Испании уже в 2022 году начнут работать летающие такси. Компания Enair взяла за основу европейские проекты, которые позволяют передвигаться людям по воздуху на малые расстояния, а также дроны-доставщики. Нам нужно перевести городскую мобильность в третье измерение – воздушное пространство. И мы должны делать это максимально эффективно и рационально, заявил глава компании. За последние годы пассажирские беспилотники зарекомендовали себя успешно. В частности, это китайская компания и немецкий авиационный стартап. В июле прошлого года испанская технологическая компания Tecnalia представила свой прототип беспилотного воздушного такси. Рассчитано оно на перевозку одного человека или груза весом до 150 килограмм. Имеет крейсерскую высоту от 100 до 300 метров и может преодолеть расстояние до 15 километров за 15 минут. Шведский инженер взялся за непростое, но очень полезное дело, разработав умное устройство, которое позволяет зарабатывать пищу уличным птицам. Для этого им нужно приносить мелкий мусор и бросать его в специальное отверстие. Мужчина является специалистом в области искусственного интеллекта и робототехники. Над разумной кормушкой он работает уже несколько лет. Идея изобретения появилась у него, когда он случайно увидел попытку сорок похитить что-то на улице. Такую страсть птиц к кражам он решил направить в что-то полезное. После того, как внутрь попадает мусор, механизмы насыпают корм в кормушку. Сейчас
Основным обменным товаром для птиц являются крышечки от бутылок. Устройство распознает их благодаря напечатанным на 3D-принтере специальном металлодетекторе. Одна из дворовых сорок уже хорошо усвоила урок и является самой активной среди птиц, которые пользуются обменниками. Другие пока не проявляют инициативы, но уже несколько раз пытались похитить полученный корм. Ну а далее информация будет полезна всем, кто верит в гороскопы. Что нам скажут звезды сегодня? Овны. Этот день подходит для укрепления деловой репутации и завязывания полезных знакомств. Вы легко будете достигать желаемых результатов. Следует быть внимательнее с финансами. Не рекомендуется брать деньги в долг и не стоит откладывать визит к врачу, если вас беспокоит самочувствие. Тельцам в этот день могут поступить заманчивые предложения. Взвешивайте все за и против всякий раз, когда принимаете важное решение. Нужно уделять больше внимания своим родным, особенно людям старшего поколения. Для близнецов сейчас совершенно неприемлема торопливость, хотя дел окажется довольно много. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. От одного из них может поступить предложение, от которого не стоит отказываться. У раков на работе возможны сложности. Когда вам покажется, что успех совсем близок, на пути вырастут препятствия, мешающие осуществлению планов. Сейчас не время проявлять активность, побудьте в тени. Львы. Успех гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы. В общении с малознакомыми людьми держите дистанцию. Не раскрывайте своих секретов. Девы. Постарайтесь оградить себя от мыслей и людей, которые могут расстроить и внести дискомфорт. По возможности не принимайте участие в дискуссиях. Больше времени уделяйте делам, которые вам по душе. Стоит вернуться к работе, которую вы долгое время откладывали. Весы. В этот день постарайтесь помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре или в натянутых отношениях. Не стоит проявлять настойчивость, действуйте деликатно. Уходите любым способом от споров и конфликтов. Следите за состоянием здоровья и правильно питайтесь. Не переутомляйтесь. У скорпионов будет возможность преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. Кроме того, день благоприятен для любви. Возможно, интересные встречи, многообещающие знакомства, есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы. Стрельцы. Время удачное для важных дел и встреч, но при этом не отказывайте себе в удовольствии посетить и увеселительные мероприятия. Если проявите активность, сможете показать себя с неожиданной и выгодной стороны как в коллективе, так и в семье. Козероги. В силу возрастания дипломатичности день хорош для активных контактов и торговых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений, так как возрастает склонность к необоснованному риску. Водолеи. На время забудьте слово «хочу». Выдвигайте на первый план слово «надо». Если не станете лениться, сможете добиться того, о чем давно мечтали. День подходит для того, чтобы мириться, восстанавливать прерванные отношения и договариваться. Рыбы. Постарайтесь запланировать на этот день больше интересных дел. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Возможно, и новое интересное знакомство, благодаря которому в вашей жизни произойдут изменения к лучшему. Но не поддавайтесь эмоциональным порывам. Чаще включайте голову.
Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 11 ноября на календаре. Сегодня День экономиста в России отмечается. И вот уже 25 лет со дня решения о создании органа государственного управления Министерства экономики Якутии. В связи с этой датой сегодня в нашей студии министр экономики республики Майя Данилова. Майя Андреевна, доброе утро. Доброе утро. С праздником вас поздравляю, всех вас, ваших коллег и всех экономистов нашей республики. Спасибо огромное. Расскажите, как Министерство экономики республики образовывалось, да, какие задачи перед ним стояли тогда и сейчас? В январе 1995 года первый президент республики Михаил Ефимович Николаев преобразовал Госкомитет по экономике и прогнозированию в Министерство экономики и прогнозирования. Тогда фактически все сотрудники бывшего Госплана перешли в Министерство экономики, и, соответственно, Министерство экономики переняло лучшие традиции Госплана. Это вот системный подход, государственный подход, да, к решению вопросов. Это было очень сложное время. Нужно было формировать новый уклад экономики. Надо было взаимодействовать с федеральным центром. И нужно сказать, что Министерство экономики, как некий вот генеральный штаб, да, всех идей, которые возникают в правительстве, предлагает новые механизмы. И если посмотреть вот на все эти 25 лет, за это время произошли очень много кризисов, да, но сейчас не говорят кризисы, говорят вызовы. И эти новые вызовы решают люди, которые работают вот в Министерстве экономики непосредственно. За это время очень много документов было разработано, стратегических. У нас была отдельная федеральная целевая программа, да, социально-экономического развития республики. Потом по инициативе президента республики Вячеслава Анатольевича Штырова на федеральном уровне была утверждена схема комплексного развития, да, производительных сил транспорта, энергетики. Вот из ее идей там сформировался тот пространственный каркас, к которому мы сейчас, кажется, привыкаем, но на самом деле это было очень, как сказать, революционно тогда, потому что за это время реконструировались федеральные автодороги. Вот Лена, Вилюй, да, построены мостовые переходы, да, федеральная автодорога Колыма, железная дорога дошла до Нижнего Бестяха. Энергетические системы были изолированы, сейчас они объединены. Это западная энергосистема, центральная, южная, с выходом на общую энергосистему страны. Это колоссальный вот каркас, он был сформирован. Сформирована вообще новая отрасль нефтегазовая, которая нам сейчас очень помогает, когда доходы от алмазодобывающих компаний сократились, бюджет, и то строительство газопроводов, нефтепроводов позволило создать вот новые совершенно отрасли, которые сейчас дают дополнительные поступления в бюджет. Но многого бы не было без, наверное, вы согласитесь, без работников министерства. Что можете сказать о сотрудниках, сколько на сегодня трудится человек? В министерстве сейчас вот работает 78 человек, средний возраст 34, это относительно молодые люди. И действительно, вот те традиции госплановские, они передаются из поколения в поколение, можно сказать. Работники министерства очень востребованы. Даже вот в этом году уже 12 человек перешло на различные должности, да, в другие ведомства, их переманивают. Но мы готовы делиться, мы кузница кадров сейчас. И надо сказать, что даже в действующем составе правительства республики 6 министров когда-то работали в Министерстве экономики. Это Анатолий Семенов, это Елена Волкова, Павел Калачанов, Владимир Сивцев, Юрий Степанович Куприянов. Да? Ну и ваш покорный слуга, это я, когда-то начинала работу в ведущим специалистом в министерстве. Ну, в эти дни мы с особой теплотой вспоминаем наших руководителей, которые уже покинули нас. Это Роберт Андреевич Бурнашов, Виктор Петрович Ефимов. Да, это люди, которые внесли очень существенный вклад не только в развитие Министерства экономики, но и в целом республики.
Майя Андреевна, ну я знаю, что вы сегодня хотели бы отметить ветеранов, да, которые работали в Министерстве экономики. Пожалуйста. К сожалению, вот из-за пандемии не удается лично вручить государственные награды, встретиться. Но когда вручают торжественные награды в торжественном зале, да, там немного зрителей. А сегодня вот мы решили воспользоваться вашей аудиторией. Соответственно, зрителями являются все жители республики. И, пользуясь моментом, хотелось бы вручить знак «Гражданская доблесть» Адарусовой Марфе Васильевне. Марфа Васильевна родилась в Усалданском районе. Она проработала в Министерстве экономики более 20 лет. И, что самое удивительное, она является инициатором разработки книги, вот этой хронологии от Госплана до Минэкономики. Она непосредственно вот собирала в архивах информацию о Госплане, о Минэкономике, о людях, которые там работали. И выпустила такую книгу «Удивительный человек». Мы благодарим ее. Марфа Васильевна, желаем вам здоровья, счастья, успехов. И вторая награда, тоже, да, знаком «Гражданская доблесть» награждается Мартынова Галина Константиновна. И Галина Константиновна тоже удивительный человек, проработала в Министерстве экономики, в Госплане более 24 лет. И мы всегда ее с теплотой вспоминаем. Галина Константиновна, вы наш наставник. Желаем вам счастья, здоровья, успехов, долгих лет. Майя Андреевна, я думаю, ну, отличная возможность в прямом эфире поздравить и своих коллег. Я думаю, будет приятно им. Да. Дорогие коллеги, экономисты республики, поздравляю вас с Днем экономиста. Желаю вам крепких нервов, холодных расчетов, здоровья, счастья, всего-всего самого наилучшего. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Еще раз Спасибо с праздником. вам. Отличного дня, плодотворной работы. Ну а мы продолжаем. Дружите ли вы с цифрами и умеете ли вы вести учет? Не всем подвластна эта способность, но тем не менее бухгалтер нужен каждому предприятию. И в связи с этим, что вчера, 10 ноября, прошел Международный день бухгалтера, мы предлагаем посмотреть наш следующий сюжет. Каждое предприятие, неважно малое или большое, частное или государственное, должно вести бухгалтерский учет в своем предприятии. Именно бухгалтер является тем звеном, который грамотно расставляет приход-расход, может составить балансовый отчет, и также в его обязанности входит контакт с налоговой инспекцией, что очень удобно и важно для руководителя. И именно в этот Международный день бухгалтера хочется отметить значимость этой структуры, так как иной малый бизнес пренебрегает услугами профессионального бухгалтера. Бухгалтер должен быть в любой маломальски серьезной организации. Это ведение первичного бухгалтерского учета, также составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности, также начисление заработной платы сотрудникам, и, конечно, введение документа оборота. Если уже организация, конечно, серьезная, штат там больше 30-50 штатных единиц, то, естественно, должен быть уже свой постоянный сотрудник бухгалтерии. Несмотря на то, что бухгалтера являются глубоко занятыми людьми, так как от них зависит, например, своевременная выплата заработной платы сотрудникам, у них есть также и свои интересы и увлечения. Шашками я играю еще с детского сада. Это дома играл с отцом, с младшим братом, с дедушкой. То есть увлечение шашками мне, наверное, позволило, как раз, может, в профессии дало много. Какими же качествами должен обладать хороший бухгалтер? Бухгалтер должен быть, в первую очередь, усидчивость, это внимательность, наверное, прагматичность. Конечно, должен быть опыт, самое важное в нашем деле. Также я считаю, что немаловажно это качество любознательность. То есть бухгалтерия – это такая сфера, которая постоянно меняется, новые какие-то нормативные акты появляются, законодательство меняется. Так что, то есть,
тоже бухгалтер должен именно стремиться к новым знаниям, к повышению квалификации. Ну и самое главное, это, наверное, качество, это честность. 10 ноября отмечается как Всемирный день бухгалтерии. И мы искренне поздравляем наш отдел бухгалтерии с этим праздником. Желаем крепкого здоровья и ясности ума на многие годы. А вы, дорогие телезрители, не забудьте поздравить ваш дружный коллектив счетных работников. Доброе утро, мы продолжаем. С 1 июня 2016 года каждый гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Республики Саха-Якутия, может подать заявление на дальневосточный гектар. О реализации данной программы нам сегодня расскажет аналитик Центра «Мои документы» Юлия Афанасьева. Юлия прямо сейчас с нами на прямой связи по скайпу. Юлия, доброе утро. Доброе утро, Екатерина. Да, по программе «Дальневосточный гектар» каждый гражданин Российской Федерации может получить безвозмездно земельный участок площадью не более 1 гектара на Дальнем Востоке. Специально для данной программы была создана федеральная информационная система на Дальний Восток. Это очень удобная система, благодаря которой можно подать заявление электронно, не выходя из дома. Для подачи заявления в электронном виде потребуется только подтвержденная учетная запись на портале госуслуги. То есть гражданин выполняет вход с помощью логина и пароля, а затем на главной странице нажимает кнопку «Получить земельный участок». Перед ним откроется страница с удобной картой, благодаря которой он может выбрать земельный участок в любой местности на Дальнем Востоке. После подписания заявления уполномоченный орган отправляет договор безвозмездного пользования в электронном виде. То есть гражданин получит его в личный кабинет. И уже после подписания договора можно будет приступать к освоению земельного участка. Здесь программа предоставляет максимальную свободу выбора освоения земельного участка. То есть можно построить дом, начать крестьянское хозяйство, либо открыть свой бизнес. Договор заключается на 5 лет, и в течение этих 5 лет гражданин освобождается от уплаты налога на данный земельный участок. Угу. Юлия, а какие-то обязанности возлагаются на гражданина после заключения договора? Да, во-первых, это подача уведомления о выборе вида разрешенного использования. Гражданин обязан подать данное уведомление в течение 1 года после заключения договора. Отмечу, что на этапе подачи заявления о оформлении земельного участка гражданин указывает желаемый вид разрешенного использования, но в течение года он может его поменять, подав данное уведомление. Уведомление также подается в электронном виде. Во-вторых, по истечении 3 лет с момента подписания договора в течение 3 месяцев гражданин обязан подать декларацию об использовании земельного участка. То есть, например, если гражданин заключил договор 1 июня 2017 года, то до 1 сентября 2020 года он обязан подать декларацию. А для чего вот эту вот декларацию, да, и как ее можно сделать? Подача декларации она подтверждает факт использования земельного участка. То есть это обязательство гражданина, который получил земельный участок по данной программе. Подать также в электронном виде на портале «На Дальний Восток». Сейчас поэтапно я могу рассказать, да, как можно это сделать. Для начала гражданин выполняет вход в личный кабинет, затем выбирает вкладку «Мой участок». Далее слева будет видна вкладка «Декларация». Далее нажатием кнопки он сформировывает декларацию, заполняет все обязательные поля, распечатывает декларацию, подписывает. После подгружает скан-образ подписанной декларации. И после этого ему станет доступна кнопка «Направить декларацию». Угу. Юля, гражданин... А чем-то грозит неподача декларации?
Да, непредставление декларации является основанием для внеплановой проверки соблюдения требований законодательства, вплоть до изъятия земельного участка. Мгм. А как вообще на сегодня идет освоение дальневосточного гектара? На сегодняшний день, согласно информации уполномоченных органов, граждане активно принимают участие в данной программе. Основными видами разрешенного использования является ведение сельского хозяйства. Граждане выбирают данный вид в 57% случаев. Жилая застройка – это 22%. И отдых и предпринимательство – это 5 и 2% соответственно. Юлия, спасибо вам огромное за подключение, за полезный такой разговор этим утром. Удачного вам дня сегодня, плодотворной вам работы. Ну а далее у нас небольшая рекламная пауза. Я рада зачитать сообщение, которое пришло к нам на наш WhatsApp номер. Любимую внучку Саяну, воспитанницу детского сада Колос Чан, поздравляют с 6-летием. Желаю крепкого здоровья, счастливого детства, отличной подготовки к школе. Люблю, крепко целую, бабушка с Мегина Кангаласского улуса. Что ж, мы присоединяемся к поздравлениям, поздравляем Саяну с днем рождения. Ну а далее свежий информационный блок на нашем канале. Это телеканал Якутия-24. Новости в студии Влад Давыдов. Илтумен накануне дал согласие главе Якутии на назначение Андрея Тарасенко премьер-министром республики. По итогам тайного голосования кандидатуру Тарасенко поддержали 48 народных депутатов, воздержался 1 парламентарий. Спикер якутского Илтумен Петр Гоголев от имени депутатского корпуса поздравил Андрея Тарасенко с получением согласия на назначение на такую ответственную должность и пожелал успешной работы. Также за назначаемого на должность первого заместителя председателя правительства Кирилла Бычкова проголосовали 45 парламентариев, против 2, воздержались 2, а кандидатуру Сергея Местникова на должность заместителя председателя правительства поддержали 46 голосовавших, против 2, воздержался 1, и кандидатуру Михаила Никифорова, также назначаемого на должность заместителя председателя правительства, поддержали 48 народных депутатов республики. На переправе со стороны поселка Нижний Бестях в целях безопасности закрыли въезды на тонкий лед. В настоящее время на водных объектах республики отмечается процесс устойчивого ледостава. Необходимо учитывать безопасную толщину льда. Для человека таковым считается лед толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин не менее 35. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что санкционированные ледовые переправы открываются только после того, как эксперты соответствующих служб проведут замеры толщины льда, также оборудуют место переезда, а дорожные службы соответствующими дорожными знаками.
Уважаемые водители, за несанкционированный выезд за транспортное средство на ледовые переправы рек, где такие переправы не оборудованы, на основании статьи 9.10 КоАП Республики Саха-Якутия влечет наложение административного штрафа на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до миллиона тысяч рублей. До официального открытия ледовой переправы просим не предпринимать несанкционированных выездов на лед, берегите свою жизнь и жизнь других людей. Тем временем теплая погода создает помехи дорожникам, работающим на зимниках. Отодвигаются сроки открытия ледовой переправы Хатасы-Павловск. Там все основные подготовительные работы практически завершены. Готовы и техника, и рабочая сила. Однако сейчас дорожники устраняют последствия потепления. С пятницы вода прибывает. В прослойке прибыло почти на 1 метр. А синоптики, между тем, продолжают прогнозировать теплую погоду. В эти выходные температура может подняться аж до -5, -9 градусов. А это означает, что о сроках открытия автозимника говорить пока рано. Если погода будет стоять -30, -40, оно быстро пойдет, да, процесс работы. А если -5, -10, все работы сделаем и будем уже ждать естественного заморозку. А искусственно заливать такую погоду особо не получается. Будем делать, но эффекта мало будет. Сейчас вот это то, что залило, будем уже отсыпать, но уже ждать не будем, потому что уже прослойка прошла там. Когда прослойка замерзнет, это вообще долгая история, поэтому это уже будем сейчас отсыпать. Кинокомпания «Ардайду» представила тизер фильма про якутскую девочку Карину Чикитову со слоганом «Одна из самых чудесных историй выживания всех времен». Съемки видеоролика прошли в поселке Эль-Дикан Усть-Майского района и на реке Кенкеме по Вилюйскому тракту в Якутии. Сообщается, что команде предстоят поиски актрисы для главной героини фильма, пробы и кастинги других актеров, структурирование сценария, дрессировка щенков. Напомним, Карина Чикитова вместе со своей собакой Найдой провела 12 дней в тайге летом 2014 года. История спасения этой девочки стала объектом внимания всех жителей Якутии и приковала всеобщее внимание российских и зарубежных СМИ. Таковы новости к этому часу. Берегите себя. Удачного вам дня. До встречи. Добро пожаловать в новый день. У меня для вас отличная новость. В эти дни в Сбербанке проходят зеленые дни. Сбербанк, любимый многими банк, отмечает день рождения. Сегодня в нашей студии заместитель управляющего якутским отделением Сбербанка Николай Иванчиков. Николай, доброе утро. Сколько лет в этом году исполняется Сбербанку и что вы готовите для своих клиентов в честь дня рождения? Доброе утро еще раз. Нам исполняется 179 лет. Так. Это уже 3-й наш день рождения, который мы празднуем в таком формате. В 2018 году первый раз было принято решение не получать подарки, а дарить их. Поэтому в эти зеленые дни мы дарим скидки для наших клиентов, как частных клиентов, так и корпоративных. Праздничные мероприятия пройдут для частных клиентов с 11 по 12 и для корпоративных клиентов с 11 по 17 ноября. Угу. Может быть, чуть подробнее, что это за скидки, какие выгодные предложения можно отметить? Да, отмечу несколько из них, потому что на самом деле их очень много. И посмотреть и начать я всем советую с регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте sber.ru, пройти регистрацию по Сбер-ID и выбрать наиболее интересные отрасли, и вам в течение этих дней будут предложены скидки. В основном это скидки продуктов экосистемы, вы уже это отметили, это подписки льготные на ОККО, ОККО Спорт, это льготная цена на наш новый продукт, это Сбербокс, мультимедийная приставка, которая превращает, по сути, любой телевизор в смарт-телевизор, и в него, конечно же, встроены наши ассистенты, голосовые, 3 ассистента, Сбер, Джой и Афина. Очень много скидок у наших партнеров, это более 170 магазинов по всей стране, федеральных сетей. Я отмечу те, которые представлены у нас. Это «Дочки-сыночки», это «Детский мир» и это «Эльдорадо». До 30% скидки получаем у наших партнеров. Также для
для клиентов нашей экосистемы доступны льготная подписка на Сберпрайм. Сберпрайм – это подписка, которая позволяет экономить на всех наших сервисах до 26 тысяч в год. И эта подписка стоит 999 рублей в принципе, а в наш день рождения будет стоить 999 рублей на 2 года. Вот, поэтому это наиболее востребованный сегодня сервис с учетом ситуации с пандемией, потому что включает в себя скидки на доставку. Это Delivery Club, как вы, наверное, видели уже на улицах нашего города, курьеров, которые доставляют более чем из 10 ресторанов для наших жителей продукты. И востребованный сервис – это Сбермаркет, доставка продуктов питания из наших партнеров. Это Удачная покупка и Макс Маркет. Ну, я также знаю, что какая-то поддержка и для предпринимателей есть, да, какие-то выгодные условия. Да, для предпринимателей тоже предусмотрены очень классные условия. Это 10% кэшбэк на бизнес-карту, это лизинг со скидкой до 20% на коммерческий транспорт и спецтехнику, это льготные условия по эквайрингу, динамическому прайсингу, и это бесплатное зачисление по зарплатному проекту до конца года. Ну, это я вам говорю сейчас основные минимальные, ну, на мой взгляд, наиболее запоминающиеся скидки. Обо всем поподробнее можно узнать на наших сайтах, в наших отделениях. Каналов очень много, можно выбрать любой. Ну, что на сегодня олицетворяет Сбербанк в целом? Сбербанк, да, уже вышли за периметр банка, это уже было отмечено, и сервисы, которые я назвал, это и мультимедийные сервисы. Мы стали первым банком, который стал продавать свои устройства. У нас есть подразделение Сбердевайсес, которое продает уже мультимедийные приставки, и это только начало. У нас будут еще анонсированы интересные гаджеты, которые помогут сделать жизнь людей проще, и это и есть наша сейчас ориентация: экономить время, экономить силы для общения с родными, близкими, и вот используя не только банковские сервисы, хотя и эти сервисы очень важны для нас. Ну и сколько будут продолжаться зеленые дни? Зеленые дни для частных клиентов это 11-12, 2 дня, и для корпоративных клиентов с 11 по 17. По сути, это праздничная неделя. Что ж, успеваем? Конечно. С днем рождения, Сбербанк. Николай, спасибо вам за участие в нашем эфире. Заместитель управляющего якутским отделением Сбербанка Николай Иванчиков был сегодня в нашей студии. И мы продолжаем. В последние годы все чаще заводят в качестве домашнего любимца не волнистого попугая, щенка, котенка, а экзотическое необычное животное. Уже в прошлом мода на редкие породы собак. Никого не удивишь чрезвычайно дорогой породой кошки или огромным говорящим попугаем. Теперь в приоритете совершенно иные домашние животные. Во многом на моду заводить себе нестандартных питомцев повлияли, конечно же, знаменитости. Например, у Леонардо Ди Каприо сегодня живет 17-килограммовая черепаха. Джордж Клуни завел себе свинью, Пэрис Хилтон – енота. Ну а у нашего коллеги из Якутия-24 Юрия Осипова дома поселился хорек. За хорьками очень интересно наблюдать, но и следить за ними нужно в оба. Энергичные зверьки вполне могут куда-нибудь залезть, откуда самостоятельно им выбраться будет сложно. Они очень любопытны, они готовы облазить все уголки вашего дома. За хорьком нужно обязательно следить, чтобы он ничего не натворил и не навредил себе. Хорьки ориентируются по запаху и осязанию, а вот зрение у них слабое. Не оценив опасной высоты, хорек может упасть и погибнуть. Изначально я вообще планировал взять кошку, но так как у моих домашних аллергия, пришлось искать альтернативу. Искали мы ее по зоомагазинам, и как-то год назад, придя в зоомагазин, мы сначала хотели взять морскую свинку, но на глаза попался вот этот хорек. Решение было принято там же на месте, он получил имя Гарри и с тех пор живет у нас. Жить хорьки могут как просто в квартире, так и в клетке. Но даже зверькам, содержащимся в клетке, необходимо хотя бы 2-3 часа гулять на свободе. Несмотря на всю свою активность, большую часть дня хорьки спят. Их сон может длиться до 20 часов в сутки. У каждого из них свой характер. Если говорить о Гарри, то ему подойдет определение игривый.
для него прежде всего это поиграть. Он ради этого может забыть и поесть, и поспать, но зато наиграется вдоволь. Если же говорить о Лёле, то она более основательная. Пока она как следует не поест, как следует не поспит, играть из клетки она никуда не пойдет. Слабое место хорьков – это желудок, поэтому о питании нужно думать отдельно. Есть 3 основных способа, приближенные к естественным условиям, еда, приготовленная самостоятельно, а также готовый корм. Они также боятся высоких температур и сквозняков. Жить они должны в теплом и сухом месте. При должном уходе хорьки будут жить с вами до 10 лет. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. 11 ноября на календаре, день недели, среда. Сегодня в России отмечаются такие праздники, как День офтальмолога и День экономиста. Поэтому поздравляем всех причастных с профессиональными праздниками. Также в мире сегодня отмечается День шопоголика. Поэтому сегодня отличный день, я думаю, самый подходящий, чтобы пройтись по магазинам. Но, конечно, соблюдая все нормы безопасности. Я рада зачитать сообщение, которое пришло к нам на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Дорогого любимого внука Мишу Марук сердечно поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, расти умным, добрым, например, младшим братьям и на радость родителям. Бабушка Антонина, дедушка Константин Яковлевы из села Рассолода Мегино-Кангаласского улуса. Что ж, Миша, мы тебя также поздравляем с днем рождения. Ну а ученые Якутии выведут моль, питающуюся пластиком. Проект поможет бороться с распространением отходов. Более подробно об этом мы сейчас поговорим с Валерией Кривогорницыной, менеджером по науке и связям с общественностью. Валерия, доброе утро. Валерия, как слышно? Валерия, еще раз проверка связи. Валерия, как слышно? Валерия. Она нас, к сожалению, не слышит. Мы продолжаем. Интересовались ли вы солнечной батареей? В нашем детстве она была на всех калькуляторах. И вот, в принципе, все, что мы о ней знаем. Сейчас солнечную энергию можно использовать в бытовых нуждах. О том, как рассчитать необходимую мощность, смотрите в материале Максима Гоголева. Энергосбережение – это актуальнейшая тема, и мы сегодня разберем, как можно использовать солнечную энергию. Для того, чтобы создать солнечную электростанцию, необходима следующая аппаратура, такие как солнечные панели, которые можно устанавливать на крыше или на солнечных трекерах, которые следят за солнцем. Потом контроллер заряда. От контроллера заряда идет система накопления энергии, которая состоит из силовых аккумуляторов. И далее от силовых аккумуляторов направляется в инвертор для преобразования с постоянного на переменный ток, чтобы подать именно к потребителю. А как можно рассчитать, сколько нужно электроэнергии и сколько нужно купить солнечных батарей? Будем использовать строительные нормы и правила.
На одного человека тратится где-то до 2 киловатт. И, следовательно, если у нас семья из 3 человек, то у нас суммарное потребление будет 6 киловатт в час. На 6 киловатт в час нам необходимо 5-6 аккумуляторов емкостью 100 ампер в час и напряжением 12 вольт. Данные аккумуляторы могут зарядиться от 6 монокристаллических панелей. Мощностью на одну панель это 200 ватт. Вот. Это в летнее время. В зимнее время количество панелей удвоится от 6 до 12. Как надо за ними ухаживать и сколько они служат? Панельки обязательно надо периодически мыть от пыли и от снега, чтобы мощность была постоянной. Силовые аккумуляторы служат в зависимости от материалов, будь это гелий или карбон, начиная от 3 лет, от 3 до 7. В основном бывает до 5 лет. Аккумулятор не должен разряжаться менее 30%. Если она разряжается чем менее чем на 30%, то ее можно эксплуатировать до 1 года всего лишь. И максимум не более 90. А солнечные панели, инверторы и так далее, это если они хорошего качества, будь это европейские или Северная Америка, до 20 лет может. Как себя чувствует панель при разных погодных условиях? При проектировании объекта солнечной энергетики это учитывается, например, в зависимости тоже от погоды. Если у нас солнечная погода, то, конечно же, 100%. А если у нас облачная, то эффективность падает до 70%. А если у нас дождливая погода или же вообще ночь, то эффективность до 0, от 0 до 15%. Наш край славится любителями охоты. Сколько нужно солнечных батарей современному охотнику? Охотник использует, конечно же, это телефон, может быть ноутбук или телевизор. Характер потребления небольшой, поэтому для охотника нужно посмотреть на паспорт своего оборудования. Именно на книгу, сколько там ватт нужно для оборудования. 2 панели по 200 ватт и аккумулятор на 75. Вы можете использовать такую же энергоустановку для электроснабжения небольшой избушки. 11 ноября – это Международный день энергосбережения. Поздравляем всех энергетиков, инноваторов в этой сфере. Итак, связь по скайпу у нас должна быть налажена, и прямо сейчас Валерия должна нас слышать, и мы ее. Валерия, доброе утро. Доброе утро. Отлично. Ну, моль, которая питается пластиком. Валерия, что это за проект, что он из себя представляет? Ну, в целом наш проект, он предполагает утилизацию пластиковых отходов и полиэтилен и полистироловых отходов благодаря большой моли. Ага. Ну как нам понять, что моль может есть пластик? Это все прям буквально можно понимать? И в каких объемах, интересно? Да, получается в буквальном смысле, потому что ее личинки в естественных условиях природы, они обычно питаются пчелиными сотками. А это тоже очень полимер, такой природный пластик. И первые эксперименты еще были в 2017 году в Великобритании проведены, где то, что оказывается пластиковые отходы, они также подвергают биодеградации, так же, как и пчелиному воску. Угу. А сколько вот особей должно быть для результата конечного? Так, пока что мы ставили эксперименты со 100 особей личинок в пластиковой моли. В среднем по нормальных условиях за 12 часов 100 грамм, 100 особей могут полностью переработать. Но здесь очень много нюансов, таких как факторы среды. То есть можно экспериментировать в том случае для повышения эффективности, например, с температурным режимом, необходимой влажностью. И от этого тоже зависит эффективность. Угу. Валерия, а как вы вот узнали вообще о способности моли к уничтожению пластика? Участники нашей команды — это Иван. Он вместе с Евгением нашли статью в Великобритании, которая в апреле 2017 года вышла, где в лабораторных условиях университета впервые был проведен такой эксперимент. Но там мы хотим не только изучать самих личинок большого, мы хотим из них именно их бактерий-симбионтов, которые как раз помогают изучать
эти пластиковые отходы. Ну, то же самое, что у других организмов. Вот это переваривание благодаря бактериям симбионтам. Мгм. А что вот вообще представляет исследование, какие, может быть, у него этапы и какой конечный результат, конечный этап? Ну, в первую очередь нам нужно проанализировать продукты жизнедеятельности, то есть фенотипометрический анализ, какие продукты жизнедеятельности в процессе переработки у них выходит там этиленгликоль, можно получить липаз, глицеразы, которые можно использовать уже в виде, то есть, можно сказать, у них безотходное переваривание, можно еще раз использовать. Такой первый этап получается. Затем мы хотим выделить самих их бактерий, которые участвуют в переваривании, секвенировать их, то есть выделить генетическую последовательность и нужный ген, который эти пигменты по перевариванию создает, или уже его устраивать, развивать, использовать сами для разрушения. Валерия, а вот интересно, после поедания пластика насекомых, как он распадается? Ну, благодаря их ферментам, получается, которые содержатся в симбионтах, и уже эти сложные полимеры распадаются на мономеры, которые уже образуют гликоль, липазы, цераты. Что ж, Валерия, желаю вам успехов в реализации данного проекта, вам и вашим коллегам по проекту. Спасибо вам за подключение, отличного дня вам, хорошего настроения. Спасибо вам, хорошего дня. Ну, а я рада зачитать еще одно поздравление нашего племянника Родиона Семенова с 8-летием. Поздравляем, желаем крепкого здоровья, отличной учебы, счастливого детства. Родственники из села Тумул Мегина Кангаласского улуса. Вот еще одно какое-то сообщение к нам поступило, но оно адресуется якутскому блоку. Ну а далее я хочу передать слово своим коллегам из якутского блока. Также хочу напомнить, что сегодня в 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила минус 21 градус, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. А днем в городе Якутске ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит минус 10, минус 12, в принципе, что очень даже тепло. Ну а на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам продуктивной среды и хорошего настроения.